Всего можно судить по этим кадрам. Воды частенько вообще не было. Тогда ее раздавали в буквальном смысле по талонам, а точнее ведрам. Местные власти организовывали подвоз. На среду вообще холостронхи. Зампред правительства отмечает, что вся суть проблемы в устаревших резервуарах. До 80% водопроводных сетей уже не справляются с нагрузкой, что приводит к значительным потерям воды. Для справки могу также пояснить, что у нас есть Моздокский водозабор, где мы снабжаем Молгобекский район и в месяц платим где-то около 8 миллионов рублей просто за энергетику. За то, что мы с Моздокского водозабора получаем воду, и у нас вот такие серьезные потери. Пресная вода в республике на сегодняшний день в основном добывается из подземных источников за счет артезианских скважин, 6 водозаборов и более 50 локальных скважин. Особенно острая проблема с нехваткой воды стоит в Плиево и в отдаленных селах Молгобекского района. Продолжая тему, глава села подчеркнул, что на сегодняшний день в Плиево нет ни одной скважины, и вода поступает из Альтиева. Почти 20-тысячное население получает 40 тысяч кубов воды вместо полагаемых 150. Нетрудно представить, какие неудобства испытывают местные жители. Этот канал орошал все поля и само село. Само село находится под уклоном, и практически 40% села по каждой улице этот Алмачурский канал может проходить. То есть эту воду можно использовать для животных, для птицы, огороды поливать. Зачем люди живут в селе, если у них нет огорода? Воду они нам подают, все начинают открывать краны, ложат шланги в огороды, чтобы вырасти помидоры, огурцы, картофель. Вначале сюда есть вода, в конце нет. Вопрос, волнующий многих, какие меры предпринимаются властями, чтобы ситуация в следующем году не повторялась. Здесь хотелось бы, не дожидаясь разработки государственной нашей республиканской программы по обеспечению водой, как вы назовете, как ваше право, все-таки план мероприятий, где, в каких населенных пунктах вы планируете такие мероприятия проводить, согласовывали с муниципальными образованиями? Мы хотим закольцевать все наши водопроводы, чтобы во всех населенных пунктах в 2018 году 99% будет везде вода. Поэтому сегодня есть очень серьезное поручение главы, и работает Ингуш Граждан проект, чтобы связать все эти сети. Мы уже организовали новую организацию, называется Ингуш регион водоканал. Согласно проекту, ожидаемая добыча воды в 2018 году составит около 20 миллионов кубов в год. Финансовую поддержку в его реализации региону планирует оказать компания «Роснефть». На сегодняшний день в 19 населенных пунктах республики построено и введено в строй 16 накопительных резервуаров и 9 скважин. С нами предприятие полностью согласовано. Считаю, программа по улучшению водоснабжения на 2018 год. Для Плиева необходимо, я со всей ответственностью говорю, пробурение 4 или 5 скважин на территории Плиева, не в Назрановском районе, Альтиевском водозаборе, а на территории Плиева пробурение. И передать эти скважины, или нам передать, или муниципальное образование Назрановского района. На встрече также отметили, что изначально проблемы с нехваткой воды возникают в результате неправильного бурения, а точнее в неположенном месте. А ведь такие работы предполагают предварительного анализа местности. Когда это Сундинский водозабор закладывали, по-моему, в начале, когда 90-х годов, я не знаю, когда его делали практически, тогда, я думаю, этот вопрос непонятно для меня, мне логически непонятно, для чего его Сунди делали, когда у нас в Асиновском ущелье или в другом месте есть запасы воды. И мы снизу, назовем так, подаем воду, затрачиваем десятки миллионов, что толкаем наверх воду. Замена старых водопроводных сетей, строительство более мощных резервуаров и бурение новых скважин. Словом, фронт работ, стоящий перед Ингушским водоканалом, внушительный. Вполне возможно, что в 2018 году проблема с водоснабжением для жителей региона наконец-то останется в прошлом. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.